Одно из стратегических направлений развития экономики Абхазии – возрождение сел. Села в Абхазии являются хранителем идеологии культуры и демографического потенциала. Участники дискуссии высказывали свое видение развития сельских территорий республики. По мнению выступающих, Абхазии необходима долгосрочная стратегия для развития села, чтобы вернуть молодежь в села, создать рабочие места и условия для экспорта продукции. Социально-экономическое развитие наших территорий, наших сел. Почему мы решили поговорить об этом? Мы считаем, что это ключевой вопрос в развитии нашего государства, и он является одной из основополагающих частей нашего гражданского форума, который мы хотим провести 12 марта. Тема серьезная, она глубинная. Наверное, обо всем мы не сможем сегодня поговорить, но ключевые вещи все-таки мы проговорим. Национальная идеология нашей страны не может родиться в городе. И село сегодня нельзя рассматривать как подсобное хозяйство, исключительно как подсобное хозяйство. Села Абхазии – это наша комплексная безопасность, демографическая, экологическая, продовольственная, военная. Села Абхазии – это питающий корень социально-экономического развития и культурно-нравственных устоев нашей государственности. Потому наша задача – сохранить и развить культуру, традиции, обычаи, язык. Следовательно, стратегической целью развития района, в том числе и сел, является повышение уровня и качества жизни населения и создание благоприятных условий для экономического роста. Сокращение сельхоззанятости – это объективный процесс. Это объективный процесс, но сегодня обречено. При условии диверсификации сельской экономики, когда высвобождаемые из аграрного производства люди не становятся городскими мигрантами, а находят рабочие места у себя дома и в других отраслях. Именно такую стратегию реализуют многие государства в рамках своей аграрной политики. Нам необходима долгосрочная стратегия, решающая 3 главных задачи: вернуть молодежь, создать рабочие места и открыть двери для экспорта. Необходим комплексный подход, который должен не просто остановить отток населения, а сделать абхазское село центром экономического роста, инноваций и возможностей для нашей молодежи. Во встрече приняла участие председатель комиссии по развитию гражданского общества Омской республики Ирина Сербина. В своем докладе она поделилась большим опытом в сфере развития сельских территорий в Омске. Есть один пункт, на который мы однозначно можем повлиять. Снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных услуг. Когда мы начали работать с молодежью, и на вопрос, почему вы уезжаете, молодые семьи отвечали: нам предоставили жилье, но ребенка в детский садик я привел, он там остался, но никакого раннего развития там нет. А дальше школа, а дальше вуз и куда? То есть вот эти реальные проблемы, с которыми мы столкнулись. До 10% населения Абхазии составляют люди с ограниченными возможностями здоровья. При общей численности населения республики более чем 240 тысяч человек. Количество лиц с инвалидностью достигает более 2000, из которых 748 дети, рассказала руководитель центра логопед Анетта Бганба. Что значит особое внимание? Ну, наверное, это консолидация наших усилий для того, чтобы человек достиг самой высокой своей точки, самореализации. 3 группы мы с вами это знаем, и все по-разному могут участвовать в самореализации, но есть те люди, которые пытаются это сделать. И наша задача – это поддержать. Участники дискуссии сошлись во мнении, что поддержка села должна стать приоритетным национальным проектом, а создание условий, при котором дипломированные специалисты будут возвращаться в родные места, стратегической целью государства. Необходимо объединить усилия науки, власти и общества для выполнения этой задачи. Все предложения по модернизации аграрного сектора войдут в итоговую резолюцию, которую примут на гражданском форуме 12 марта. Яна Шакая, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.